ыһыах. Сунтар ыһыаға қаннада қатыламмат ыһыах. Народ сомоға күйе сунтар уйгулақ ыһыаға. Хунтар ыһыаға қанна да қатыламмат ыһыах. Народ сомоға күйе сунтар уйгулақ ыһыаға. Благословенный Исых Сунтара земли Олонко. Якутский национальный праздник Исых, как обрядовый и народный праздник, прошел долгий путь своего развития. Исых на легендарной Сунтарской земле – это дань глубокого уважения и признание заслуг прославленного центра культурных традиций народа Саха. Знак почитания и поклонения родине выдающихся народных певцов-сказителей. Вершиной творчества которых по праву считается божественный поэтический дар величайшего якутского рапсода Сергея Афанасьевича Зверева Кыл-Ола. Сунтарский Исых, мозаика узоров земли Олонко, собрал под своей сенью множество гостей из всех уголков Якутии, знатоков народных традиций, хранителей якутского фольклора, почитателей таланта сказителя Сергея Афанасьевича Зверева, участников народных ансамблей. Знаменательный день открытия праздника. Глашатай приглашает гостей в почетный круг. Их встречает глава улуса Анатолий Григорьев,
председатель Улусного совета депутатов, главы наслегов. Их якутский наряд символизирует верность традициям своего народа. Восхищение вызывает мастера, продемонстрировавшиеся перед зрителями свой талант шитье национальных костюмов. Во всем этом видно бережное отношение к своим корням, уважение к своей истории. Ысых – праздник возрождения природы и человека, на котором якуты в танцах, песнях и состязаниях показывают красоту души народа Саха. Ритуальный танец своими узорами связывает невидимой нитью всех участников Ысыха. Главный заклинатель Алгысчыт Иван Федорович Васильев в благодарственной молитве возносит хвалу высшим божествам Аи, просит благословения для всех людей Срединного мира. Иван Федорович бесконечно влюблен в культуру своего народа. 40 лет проводил он обряды благословения, а такое право заслуживает не всякий алгысчыт. В этом году он отметил свое 80-летие. На праздник ему вручили улусный почетный серебряный знак алгысчыта. В своей прощальной речи главный алгысчыт передал свои полномочия Егору Николаевичу Тимофееву. Иван Федорович отметил зрелость, талант своего преемника и вручил ритуальные принадлежности. Церемония кумысопития – один из значительных обрядов Ысыха. Кумыс считается напитком, связывающим жителей Срединного мира с высшими божествами. Пенящийся кумыс, оладьи в масле, мясо жеребятины – вот без чего не обходится ни один якутский праздник. Завершается ритуально-обрядовое действо танцами на раздолье Зеленого луга. Ыгык бытын төбөтүттөн тутан жон черге өрүтө улус үгүстери текин барамын. Дейти маған эте дахар бытын курдук жекчакчы народ ыгыга болла ден бу бихеха бу тобун түһүлгебит олок тобустолору жон черге кыйын баппаккадагана рахсыгге турандар көрөндөр симбир бу ыгыкка кыттышмыттарыттан сүрдәгән үйрен көтөн турандар бәйләрен этиләрен бихеха эттилер жекчакчы народ бу ыгыгар келен бихиги кыттыхан бу бихиги айылганы кыттыр алттыхан үддүк айылар бытыттан алгысылан бу анышса бир хылга үсүгән доробай онна күскә үлелек күс ыллы биттен эппиттере бихек ол ахамай үддүк сана болар дигән.
Духовные принципы, заложенные в Ысыхе и Олонхо, определяют и содержание спортивных игр Ысыха. Народная зрелищно-игровая культура – одна из ключевых сфер праздника. Состязания и противоборства на Ысыхе в символическом плане рассматривались как противостояние старого и нового, добра и зла. Быйыл кини сүйс сыллаах үбүлөйе. Онон кини атын үйетитерге анаммыт спор күрагар 11 спортсмен кыттыыны ылла. Кинилер ортолоргар 2 арасыйя 5 сака сирин спордун мастардара кыттан күрак тахымын үрдеттилер. Спортивные игры Ысыха этого года был посвящен столетию заслуженного охотника Якутской АССР, ветерана спорта, мастера спорта по национальной борьбе Хапсагай Алексея Яковлева. Его дети и близкие организовали спортивные состязания с призовым фондом 500 тысяч рублей. В соревнованиях по 5 видам спорта лицом к лицу встретились лучшие спортсмены республики. На этом большом спортивном соревновании победителем стал гость из Хангаласского улуса Егор Филиппов и получил заслуженную награду 400 тысяч рублей. Был предварительный старт. Манна боларден, практики боларден дебиттер. Күн инненетон. Токуйдан брагон тренер бугунта себелем брамут. Манна келдак бит. Натон чей бастатам ирен. А так туга тере на чей бай. Тон до конца он барушей вата киристивит. В течение 2 дней Ысыха участники соревновались в беге, в силовом пятиборье. Прошли состязания по хапсагаю, борьбе. Конные скачки, излюбленное зрелище якутов, стали украшением Ысыха. Оннук спортсменнары Джон Серге бихирир, уостан түспет, кепсен, сонун оңостор. Күстәк бөгөстөрү, мажынылары иля характарынан көрөрү, Джон Серге тогоруха мухунна. Спортивные игры, конные скачки, борьба и другие виды состязаний имеют большое воспитательное значение, показывая подрастающему поколению дух честной и бескомпромиссной борьбы. Как известно, игровые формы – одно из средств воспитания личности и включения его в общество. Тыгынча 200 дистанцияга ухун көл ноко, тыгынча 600-ке маржай күндeye, үстыгынча 200 дистанцияга жөһөгөй мар көл урут келен кинилерге ойнобут саатчылар өргөйдөтүлөр. Главным занятием якутов было разведение лошадей и рогатого скота. Продукты животноводства в их рационе занимали главенствующее место. Покровителем лошадей у якутов был Уардах Джосёгэй. В якутской культуре культ коня имеет глубокие корни. Для народа Саха он был не только средством передвижения, но и верным другом, крылатым скакуном, священным животным. В древнем эпическом произведении якутов Олонхо воспевается его красота, благородство. Его глубокое почитание видно в красоте конского верхового убранства. 9-й год проходит на Ысыхе конкурс «Магия конского убранства», который собирает людей, владеющих секретом традиционного мастерства. Рядом проходит состязание узоры благодатного чорона для мастеров-изготовителей национальной посуды. Для проведения этих 2 значимых конкурсов были организованы специальные площадки. Началось все проведение увлекательного обряда. Седловка лошади – это множество установленных церемоний, участие в которых требует от исполнителя парадного конского убранства знания истории, таланта и усидчивости. С каждым годом все больше становится участников этих традиционных конкурсов, все выше их мастерство. В этом году 15 мастеров порадовали зрителей своим творчеством, полным комплектом верхового конского убранства.
Победительницей конкурса «Магия конского убранства» стала мастерица Антонина Гаврилова, чья работа отличалась цельностью, следованием традициям. Сейчас мы стали гостями площадки, где хозяевами являются мастера-изготовители традиционной утвари из дерева. Мастера состязаются в ручном изготовлении чорона из цельного куска дерева, что намного труднее, чем выточить этот бокал на станке. И это подвластно настоящим творцам. Саргалана и Иннокентия Ивановых каждый год успешно участвуют в этом конкурсе. И в этом году глава семейства стал победителем этого конкурса. Так завершилось состязание, где мастера показывали свое умение. Верного друга украсили нарядным убранством, изготовили священный сосуд для кумыса на радость всем. Осохай – это круговой танец якутов, который изначально означал «жизненный круг». Танцующие и двигаясь в неторопливом темпе по направлению движения солнца, как бы совершают круговорот во времени и пространстве и отдают дань благодарности светилу за свет и тепло, подаренные людям. В хороводе присутствует ведущий запевала, в чьи обязанности входит исполнение песен, посвященных окружающей реальности и возводящих хвалы происходящему вокруг. В прошлом этот танец непрерывно продолжался до утра. Иногда родовые общины устраивали осохай в течение 3 дней и ночей. Конечно, участники меняются. Считается, что каждый, кто входит в круг, заряжается энергией на целый год. Ритуал символизирует рождение Вселенной и человека. Ысых – праздник песни и танца, веселья и азарта. Запевала осохая оспаривает честь и славу лучшего певца-импровизатора. Магический круг танца вовлекается все больше участников. Их песня, воспевающая красоту родной земли, разносится над зеленым долом. Лучшим запевалами, питавшими в себя самобытность народа Саха, земляки считают Таюктах Марию, Ивана Васильева, Марию Чокурову, Иннокентию Чирикову, Иры Романа, Егора Нилова, Юрия Иванова, Людмилу Пустолякову, Светлану Зитгенидзеву, Елизавету Григорьеву и Егора Николаева. Они разнесли славу сунтарского осохая далеко за пределами Якутии. На Ысыхе им вручили почетные знаки за значительный вклад в развитие якутской культуры. В танце, объединяющем всех людей, раскрывающем духовную силу народа, участвует и молодое поколение. Значит, сохранится традиция, не исчезнет культура осохая. И этому рады почетные гости праздника Осохой Уйбан и Василий Илларионов, которые считают сохранение культуры осохая долгом своей жизни. Ыгық үгенің кемегер оғайдыр керетін, ұры тылын дүзіктен әйекайдыр күндүден. Как завораживает участников этот круговой танец, как увлекает импровизация певца. О благодатном Ысыхе на сунтарской земле знают все якутяне. Уникальность Ысыха как национального явления можно сохранить, если его культуру ребенок питает с самого детства. Поэтому прошел молодежный осохай, где свое мастерство показали юные участники. И потом под покровом белой ночи начался осохай, в огромном круге которого
1269 участников танцевали в едином порыве, воспевая красоту родного края. Биһиги бу курдук өрүләк түйүлгө битер сылжан көрөн истен сүрдәк улахан айымнеды биһе хабелак уммута. Мана каттан быйылгы хыкпыт народ сомого күйе сунтар уйгулак ыгыга ден аттанан бу өрүләк түйүлгеге добун түйүлгеге түн бир часка сунтар муңутур добун овакая териллер. Этим огромным хороводом управлял Иры Роман. Подчиняясь магии его танца и песни, кружили стар и млад в этом осухае. Звезды засмотрелись на увлекательный танец, белая ночь заслушалась многоголосого пения. Вступив в круг осухая, старцы забыли о своем возрасте, девушки стали краше. Бары yürek öte bu kelbite gittar bu oluktaktır bары beydere gittihanlar ütüye bağlan kanı hüddağın yürek öte hıcalıktan ki hüddağın astınar ona dolguyar yörer diyen kadar insanlığı hıcabın. Ya boros teşügey hanga halayatçı oluktus tuğate ahıyak bolla huva bay şüvey keller öttüver huvunnuk terehim bara turarı bollar ünkü haydan iyaktağıtı. Üççat ünkülebet bol batebit olus ünkülürebit только терияк тюмяк жонукёглуак. Ликующая радость осухая, чарующая сила песни его – это многовековая мудрость народа Саха, восхваление его стойкости перед суровыми силами природы, воспевание ее красоты. Из туманных далей давнего прошлого, славного времени Элляя, легендарного родоначальника якутов, прибыл к нам праздник встречи лета. Узоры народных танцев и талант певцов, искусство мастеров и мощь ботуров, стремительность конского бега – вот что такое Ысых. Красота национальных костюмов, очарование якутских красавиц, гостеприимство хозяев – вот что такое сунтарский Ысых. Жебу курдук саха өлбөт эхекейин, үтө тыынын иңереннер, сырдыктар ден серебит эхекейдах сайыңы түйүнү. Быдан үйе мындатыттан, туман болбут былыргыттан, сурағырар атырар оғақая дорағыяр ыгыққа, олонқы тойдутун оғырдақ оңнюта оңнонно, қоғын қоғыяр түйілгеті төріттенне, тыыннақ доғуол саха саргыда, саха таңа гүхінне, сунтар куа ата билинне, өрін күн ұруйдан саха алгыхынылла. Бу боллаға сунтар жонун өрүйте. Встреча солнца – один из значительных обрядов праздника. По якутскому верованию с первыми лучами солнца божества верхнего мира спускаются на землю, и люди срединного мира просят у них благословения, набираются сил и здоровья у матушки природы. Летний праздник Ысых – национальное выражение духа и творчества народа, эстетических и этнических идеалов. Да благословен будет наш Ысых, праздник утверждения жизни и единения народа. Народ самого күйе, сунтар уйгулак ыгыга.